Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия. И сегодня мы делаем расклад для дам цыганский на игральных картах на следующую предстоящую недельку. С 16 уже заговариваюсь по 22 марта. От вас, как обычно, нужно выбрать свой вариант, цифру 1, 2 или 3, либо выбрать даму, которая вас потянет, привлечет интуитивно. Интуиция вам здесь помощник и подсказчик, только лишь она. Не забывайте, что это гадание онлайн, и тут магия начинается даже с выбора канала сначала. Это для всех тех, кто смотрит впервые это видео на моем канале. Для тех, кто это делает на постоянной основе, они уже, думаю, вы, дорогие мои, уже точно знаете, что вам делать. Итак, выбирайте, я перехожу к единичкам. Единички, смотрим вас и дама бубновая. Заходите вы в период с некими пустыми хлопотами, связанными с работой, либо с вашими бизнес-обязательствами, с бизнес-партнерством, с новыми проектами, в общем-то, с работой. Также здесь злость и раздражение и такие эмоции негативного, неприятного характера, связанные с дальней дорогой, либо связанные с вашим будущим. Также тут какие-то бумаги в ранней дороге вы получили, какие-то новости, связанные, опять же, с интересом, с рабочим, с деловым, с социальным, с неким интересом. Итак, единички, смотрим вас. На сердце вы содержите некую трифовую даму, под сердцем раздражение, либо какие-то сплетни, новости неприятного, некрасивого характера. В голове у вас некие пустые хлопоты и свидание с вашим партнером, с королем трифовым. Свидание такое достаточно приятное. Также здесь на сердце могут быть чаяния и надежды вашего партнера, короля трифового. В ногах у вас в ранней дороге был ваш партнер король трифовый, и скорее всего вы с ним обсуждали, либо планировали дальнюю дорогу, либо совместное будущее. Также здесь дама червовая к вам со своим интересом. Что было? Хлопотали вы в неком казенном доме, и скорее всего это рабочие хлопоты. Ну, в общем-то, здесь встреча, если говорить прямо, свидание в казенном доме и хлопоты в этом казенном доме ваши. Также у вас был разговор какой-то большой, крупный, неприятный с неким казенным королем. И у вас был разговор с червовой дамой, что-то вы с ней обсуждали. Что будет? Вы со своим интересом к чаяниям и надеждам червовой дамы. И от этой червовой дамы вы получите какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. Также здесь в будущем, на следующей недельке, получение какой-то большой, крупной суммы денег, либо финансовых документов. Также, что будет, ваш партнер, король трифовый, к вам со своими любезностями. Через его любезности вы получите какие-то новости. И здесь в будущем тоже чаяния и надежды. Вы со своими чаяниями и надеждами к червовой даме. И червовая дама к вам тоже со своими хлопотами. Также здесь червовая дама, основная линия недельки. Червовая дама, вы к ней со своими любезностями. И ваш партнер, король трифовый, к вам со своим интересом и свидание с ним. Также здесь интерес и свидание с некой трифовой дамой. Итак, для вас чаяния и надежды червовой дамы и какие-то новости. И вы содержите, собственно говоря, себя, ваши любезности, ваши надежды. И какие-то новости, связанные именно с вами лично. Для дома у вас ваш партнер, король трифовый. Он к вам со своим интересом. И также некий казенный дом. На сердце вы содержите какой-то большой, крупный разговор с королем казенным и, конечно же, любовь, любезности вашего партнера, короля трифового. Что было? В ранней дороге у вас был ваш партнер, король трифовый и дама червовая. Но дама червовая вы ставите пусто. Но есть она и есть. Была и была.
Что будет? Ваш партнер король трефовый к вам со своими чаяниями и надеждами. Будет у вас с ним свидание и разговор. Что будет на пороге вот-вот? Получите вы какой-то большой, крупный, нечаянный интерес за свое будущее, за дальнюю дорогу. Но как-то интерес этот и, видимо, такой, какой-то более некрасивый, что ли, негативный, но что-то он вас будет раздражать и злить. Видимо, что-то пойдет не так, как вы планировали, либо надеетесь. И успокаивайтесь вы, дама червовой. Вот такой получился расклад для единичек. Я вам всем желаю, дорогие мои, чтобы ваша предстоящая неделька была чудесной, прекрасной, гармоничной, полной любви, взаимопонимания, красоты, гармонии и волшебства. Всех благодарю, что были со мной. Со всеми прощаюсь и перехожу к двоечкам. Итак, двоечки, смотрим вас. Партнером назначила короля бубнового. И заходите вы в период с некой встречей, с неким свиданием, достаточно таким интересным и приятным. Да, вот оно. Также тут хлопоты, связанные с детьми, и ваш собственный интерес в неком казенном доме. Также в ранней дороге, такой достаточно приятной ранней дороге, был у вас разговор и хлопоты с собой, что-то вы думали, обсуждали, именно с собой лично анализировали. Тут, знаете, из всей раскладочки ощущение, что вы погружены сейчас в себя, в свои какие-то увлечения, либо в свои надежды, в свои мечты. Вот может быть такое внутреннее самокопание и поиск того, что вам нужно и необходимо на данный момент. Итак, для вас любезности на сердце, любезности вашего партнера бубнового короля, то есть на сердце вы содержите его любовь, его любезности, под сердцем некий казенный король. Это либо некий казенный король, да, адвокат, юрист, врач и так далее и тому подобное, либо это ваше личное дело, ваш личный блог, либо бизнес личный, в общем-то, те проекты, которые связаны именно лично с вами. Если, например, у вас есть YouTube-канал, вот как у меня, то вполне может быть, что вы содержите его под сердцем. В голове вы сами, и в ранней дороге у вас было свидание с неким червовым королем. Вот если это третье лицо в отношениях, то это может быть он. Но об этом нужно знать точно и наверняка, о чем вы, я думаю, знаете. Если нет, то это может быть кто угодно, друг, брат, сват, отец. В общем-то, в ранней дороге у вас было свидание с червовым королем, и вы к этому червовому королю настроены достаточно благосклонно и любезно. В ногах вы содержите злость на червового короля. Почему-то, с одной стороны, вот здесь вы к червовому королю да со своей любовью, а в ногах вы почему-то злитесь на него. Но это, знаете, как еще может быть, что на самом деле вы не злитесь, а просто это что-то показное ему, для него. Не хотите ему показывать истину, что вы чувствуете, что вы думаете. И также в ногах ваши чаяния и надежды. Что было? Ваш интерес, и вы со своим интересом к вашему партнеру королю бубновому, и было у вас с ним свидание. Также вы переживали за какие-то новости, за какие-то бумаги. И опять же был у вас разговор в вашем доме с вашим партнером, с королем бубновым. Что будет? Будете вы хлопотать за себя. Через эти хлопоты вы получите какие-то сплетни, либо новости какие-то неприятного, некрасивого характера, и будете на все это дело злиться прям очень сильно и раздражаться. Также в будущем ваш партнер король бубновый к вам со своим интересом, и через его интерес у вас будет разговор с ним, такой достаточно неприятный, некрасивый. И здесь также получение какой-то крупной суммы денег, либо финансовых документов. Также у вас будет свидание с королем червовым.
Вот оно выпадает в будущем. И основная линия недельки. Ваш партнер, король бубновый, к вам со своими чаяниями и надеждами, но почему-то вы ставите его пусто. Либо он не оправдает ваши надежды. Поэтому, то есть все его поползновения в вашу сторону, они уже безрезультатны. Либо он делает что-то не так. И также в ранней дороге вы получите какой-то большой, крупный, нечаянный для себя интерес. Итак, для вас, дорогие мои, некий червовый король и ваш партнер, король бубновый, к вам со своими чаяниями и надеждами, но что-то ставите вы его пусто. То есть он к вам что-то пытается делать, какие-то поползновения с его стороны, но вас не устраивает. Такое ощущение, что он провинился, и все, что он будет делать, все, что будет говорить, этого будет вам недостаточно. Все не то и все не так. Для дома ваш партнер, король бубновый, к вам со своими любезностями, а вы в ранней дороге к нему со своими хлопотами. На сердце вы содержите интерес вашего партнера, короля бубнового, но злит он вас и раздражает, ваш партнер и его интерес. Также здесь злость и раздражение на финансы, на получение какой-то большой крупной суммы денег, либо документов финансовых. Что было? Был некий казенный король в казенном доме, и был у вас разговор с ним, такой некрасивый, неприятный. Что будет? Вы со своими чаяниями и надеждами к вашему партнеру, королю бубновому, и также в ранней дороге у вас будет некий червовый король. На пороге, что будет вот-вот, червовый король собственной персоной. Получите вы от него какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. Интерес этот будет связан лично с вами и с вашими любезностями. Успокаивайтесь вы разговором с вашим партнером, королем бубновым. Разговор этот будет такой нервный и агрессивный, но я думаю, что здесь просто вы выясните отношения в конце недельки, и как-то вы успокоитесь, дорогие мои дамы. Вот такой получился у нас вариант номер 2. Я вам желаю, чтобы предстоящая неделька была чудесной, красивой, радостной, волшебной и наполненной, конечно, любовью, взаимопониманием и гармонией. С вами была Астарта Сантья. Всех благодарю и перехожу к троечкам. Итак, дама червовая, партнером назначила вам короля трифового, и заходите вы в недельку с новостями, либо с бумагами, связанными с вашим домом, с недвижимостью. Также здесь некий казенный король в казенном доме, и ваш партнер, король трифовый, собственной персоной, тоже присутствует. Было у вас свидание, встреча такая, какого-то финансового, делового толка, либо это, знаете, могут быть походы в какие-нибудь налоговые инспекции, там какие-нибудь земельные налоги или еще там что-нибудь, либо это коммунальные какие-то казенные дома и коммунальные услуги. Вот тут у вас была встреча, свидание, и получили вы в этой встрече какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. Троечки, смотрим вас. На сердце вы содержите некую бубновую даму, под сердцем вы содержите вашего партнера, короля трифового. И что я вам хочу сказать, что очень уж третий вариант похож на любовный треугольник. Вот она соперница, вот он ваш партнер, вот они вы. Но это у всех, кто точно знает, что таковая имеется в вашей жизни, в ваших отношениях, в вашем треугольнике, если он есть. И кому интересно, то расклад на игральных на любовный треугольник буквально выложу сегодня-завтра. Это было такое лирическое отступление, и продолжаем. В голове у вас раздражение, злость, переживание, и злость прям такая конкретная, лютая злость. Но смотрите, если вы, например, практик, эзотерик, то здесь вполне могут быть и ваши какие-то магические манипуляции, либо энергетические практики, либо занятия какими-нибудь практиками, связанными с прокачкой энергии, или вы занимаетесь йогой так конкретно, плотно, либо это занятие рейки, ну, в общем, все что угодно. В ногах у вас большой крупный разговор с вашим партнером, королем
трефовым. Он к вам со своим интересом, а вы к нему со своими любезностями. Скорее всего, просто в этом разговоре вы обсуждали обоюдные интересы, связанные, ну, да, с вашими отношениями. Выясняли что-то, какие-то точки над «и» расставляли. Что было? Некий казенный дом и дама бубновая, ее любезности и новости от дамы бубновой вы получили. И все это было в неком казенном доме. Вот смотрите, такое ощущение, что в каких-то социальных сетях, либо мессенджерах, либо еще что-то, вы что-то выясняли про некую даму бубновую. Вот, очень похоже. Но если, опять же, таковой нет, да, то тут просто некий казенный дом, и дама бубновая к вам со своими любезностями, и через ее любезности вы получили какие-то новости, известия. Также здесь у вас был разговор с вашим партнером королем трефовым в прошлом. И был разговор с дамой бубновой. Но дама бубновая, вот тут разговор с ней вы ставите как-то пусто. Поговорили и поговорили, поговорили и забыли. Как-то так. Что будет? Разговор опять же с вашим партнером королем бубновым. И дама бубновая к вам со своим интересом. И чаяния и надежды вашего партнера короля трефового. Также здесь, скорее всего, вы могли от короля трефового получить какие-то денежки достаточно крупного размера, точнее получите это у нас в будущее от вашего партнера короля трефового. Также здесь, смотрите, вы получите какой-то большой крупный нечаянный интерес, вполне возможно, связанный с вашим домом, с вашей недвижимостью. И у вас будет встреча, свидание с дамой бубновой. Дама бубновая к вам со своими хлопотами. И основная линия недельки здесь вы со своими любезностями к даме бубновой. Также здесь свидание с дамой бубновой. Встреча, свидание с вашим партнером королем трефовым. И вполне может быть, что встреча с неким казенным королем. Вот смотрите, да, здесь вполне может быть, мы в предыдущей раскладочке видели, да, что вполне могут быть какие-то дела, связанные с домом, с недвижимостью, либо с вашим бизнесом. И вот тут и такое тоже вполне может быть, что этот казенный король, какой-нибудь работник казенного дома, к примеру. Итак, для вас разговор с некой бубновой дамой. И вы и ваш партнер, ваш совместный дом и, судя по всему, отношения с вашим партнером важны на этой недельке. Вот опять же тут намек все-таки на любовный треугольник. Обратите внимание. Для дома у вас свидание, встреча с дамой бубновой, разговор с вашим партнером королем трефовым. И дама бубновая к вам тоже со своим интересом. На сердце вы содержите прям такую лютую злость на любезности дамы бубновой, на новости, которые вы от нее узнаете. Вот опять же, смотрите, скорее всего, вы что-то про эту даму бубновую выясняли и выяснили, и теперь вы на нее прям злитесь и раздражаетесь. Но, опять же, если вы практик и эзотерик, то на сердце вы содержите вот те самые действия, может быть, магического характера, может быть, мантического характера. То есть вы могли на нее угадать, если вы, например, этим занимаетесь, на эту самую даму бубновую, на ее любезности и на то, как она вообще живет, чем дышит. Что было? Был у вас разговор с вашим партнером королем трефовым, что будет некий казенный король, и будете вы переживать за даму бубновую. Вот. На пороге что будет вот-вот? Злость и раздражение на некий казенный дом. И в этом казенном доме у вас будет какой-то большой крупный разговор. Вот опять же такое ощущение, что вы что-то выясните где-то в мессенджерах, прошу прощения, в соцсетях и так далее. И успокаивайтесь вы собой, собственными любезностями, дамы червовые, дорогие мои.
Я вам желаю, чтобы ваша следующая неделька, да и вообще вся ваша жизнь была прекрасной, чудесной, полной любви, гармонии, взаимопонимания, красоты, радости, удачи, благополучия. С вами была Старта Сантия. Я с вами прощаюсь. Всех благодарю. До встречи в других моих видео. Всем пока-пока.